Здравствуйте! Меня зовут Архипова Татьяна. Я работаю в области инклюзивного образования более 10 лет. Я являюсь кандидатом наук и доцентом психологии. Вы испытываете стресс и раздражение. Вы чувствуете, что устали воспитывать ребенка с инвалидностью. Вы ничего не успеваете и постоянно злитесь из-за этого. Тогда этот модуль именно для вас. Сегодня мы поговорим о синдроме эмоционального выгорания. Данный модуль расскажет о том, что такое синдром эмоционального выгорания и как с ним справиться. Целью нашего занятия является сформировать представление о синдроме эмоционального выгорания и готовность к оказанию помощи самому себе, а также в профилактике данного синдрома. В результате нашего занятия вы узнаете о синдроме эмоционального выгорания, познакомитесь со стадиями развития данного синдрома, изучите факторы и группы риска, подверженные синдрому, проведете самодиагностику симптомов синдрома, опробуете методики самопомощи при синдроме. Как бы вы описали своими словами синдром эмоционального выгорания? Так что же такое синдром эмоционального выгорания? Эмоциональное выгорание – это состояние умственного, физического или эмоционального истощения и тревожности, возникающее на фоне сильного стресса. Не стоит путать выгорание и переутомление. Давайте подумаем над приведенными примерами. Мать не спала несколько ночей из-за неспокойного ребенка. Что же это? Она переутомилась. Это переутомление. Если она отдохнет несколько дней, то силы восстановятся. Следующая ситуация. Мать проводит бессонные ночи с неспокойным ребенком в течение месяца или полугода. Что же это, выгорание или переутомление? В данной ситуации может возникнуть выгорание. Как развивается синдром эмоционального выгорания? Во-первых, человек предъявляет к себе слишком много требований в течение недель и даже месяцев. Во-вторых, идет истощение, физическая, эмоциональная и телесная слабость. В-третьих, человек уходит из отношений, идет дегуманизация. В-четвертых, появляется синдром отвращения. Каждый этап идет друг за другом. Нельзя перейти к четвертому этапу без первого и второго. Если вовремя распознать синдром на ранних этапах его развития, то можно избежать и не переходить к следующему этапу. Давайте подумаем, у кого может возникнуть синдром. Эти трудности могут коснуться каждого. Они не указывают на слабость. Никогда не бойтесь попросить о помощи. Не волнуйтесь по поводу глупых вопросов. Никто не должен быть в изоляции. Синдрому эмоционального выгорания подвержены практически все люди. Существует ряд факторов, которые способствуют появлению синдрома выгорания. Это психологический и социальный. Рассмотрим данные факторы подробнее. Психологический. Что же к нему относится? Это чувство зависимости от окружающих, тяжелый эмоциональный климат в семье, неудовлетворенность своей собственной жизнью, раннее материнство или отцовство, влияние семейного сценария на воспитание детей, раздельное проживание родителей, развод, гражданский брак, конфликтность родителей в требованиях к ребенку, непринятие ребенка и его заболевания. Социальный фактор. Что же к нему относится? Это педагогическая и психологическая безграмотность родителей, вынужденная изоляция, низкий образовательный, культурно-нравственный уровень, низкий социально-экономический уровень жизни, общественные нормы, переживание несправедливости, законы. Как понять, что у вас выгорание? Назовите несколько признаков, как можно это сделать. Эмоциональное выгорание можно определить
пройдя специальные тесты. Например, опросник выгорания «Маслач». Важно учитывать, что опросник поможет вам лучше понять свое состояние, но интерпретировать его результаты лучше с психологом. В тесте вы отвечаете на вопросы «да» или «нет» и считаете количество совпадений. Тест на эмоциональное выгорание. Первое. Вы постоянно чувствуете себя уставшим. Второе. Не можете сконцентрироваться. Третье. Стали хуже работать. Четвертое. Все время чем-то заняты, но нет ощущения пользы от сделанного. Пятое. Вы постоянно чем-то недовольны, легко раздражаетесь. Шестое. Вам сложно начать что-то делать. Седьмое. Хуже питаетесь, чаще употребляете алкоголь. Восьмое. Вы перестали заботиться о себе, ухудшилось здоровье. Давайте посмотрим на результаты теста. Если вы отметили в этом списке больше 5 пунктов, стоит поменять режим работы и отдыха. Или обратиться за помощью к специалистам. Эмоциональное выгорание можно определить и по определенным симптомам. Симптомов довольно-таки много, и их можно выделить в 3 группы. Психофизические, социально-психологические и поведенческие. Первая группа – психофизические симптомы. Что к ним относится? Чувство постоянной усталости не только по вечерам, но и по утрам, сразу после сна. Симптом хронической усталости. Ощущение эмоционального и физического истощения. Снижение восприимчивости и реактивности в связи с изменением внешней среды. Отсутствие реакции, любопытства на фактор новизны или реакции страха на опасную ситуацию. Общая астенизация, слабость, снижение активности и энергии, ухудшение биохимии крови и гормональных показателей. Частые, беспричинные головные боли, постоянные расстройства желудочно-кишечного тракта, резкая потеря или резкое увеличение веса, полная или частичная бессонница, постоянное, заторможенное, сонливое состояние и желание спать в течение всего дня, отдышка или нарушение дыхания при физической или эмоциональной нагрузке, заметное снижение внешней или внутренней сенсорной чувствительности. Это ухудшение зрения, слуха, обоняния и осязания, потеря внутренних телесных ощущений. Вторая группа – социально-психологические симптомы. Это безразличие, скука, пассивность, депрессия, пониженный эмоциональный тонус, чувство подавленности, повышенная раздражительность на незначительные и мелкие события, частые нервные срывы, вспышки немотивированного гнева или отказы от общения, уход в себя, постоянное переживание негативных эмоций, для которых во внешней ситуации причин нет. Чувство обиды, чувство вины, стыда, подозрительность, скованность, чувство неосознанного беспокойства и повышенной тревожности, ощущение, что что-то не так, как надо, чувство гиперответственности и постоянное чувство страха, что что-то не получится или я не справлюсь. Общая негативная установка на жизненные обстоятельства по типу «как ни старайся, все равно ничего не получится». Чувство неудачи и неуверенности в себе. Чувство беспомощности, поражения, отстраненности, ощущение одиночества, потеря мотивации, все более циничный и негативный взгляд на деятельность. Третья группа – поведенческие симптомы. Избегание ответственности, изоляция, прокрастинация, избегание дел, чувство бесполезности, неверие в улучшение, снижение энтузиазма, безразличие к результатам, невыполнение важных приоритетных задач и застревание на мелких деталях, злоупотребление алкоголем, резкое возрастание выкуренных за день сигарет, применение наркотических средств. Что делать, если вы заметили выгорание? Прежде всего, признать, что они есть.
Не скрывайте свои чувства. Не избегайте говорить о том, что случилось. Не позволяйте вашему чувству стеснения останавливать вас, когда другие представляют вам шанс поговорить или предлагают помощь. Не ожидайте, что тяжелое состояние, характерные для выгорания, уйдут сами по себе. Выделяйте достаточное время для сна, отдыха, размышлений. Постарайтесь сохранять нормальный распорядок вашей жизни, настолько, насколько это возможно. Давайте подумаем, что поможет справиться с выгоранием. Если вы попали в стрессовую ситуацию, то вы можете оказать себе первую помощь – эмоциональной саморегуляции. Смочить лоб, виски, артерии на руках холодной водой. Медленно осмотреться по сторонам, переводя взгляд с одного предмета на другой, мысленно описывая их внешний вид. Посмотреть в окно, на небо, сосредоточиться на том, что видите. Медленно, глотками выпить стакан воды, сосредоточив внимание на ощущениях в тот момент, когда вода будет течь по горлу. Представить себя в приятной обстановке, в саду, на пляже, на качелях, под душем. Поговорить лучше вслух формулы успокоения. Например, «Сегодня я игнорирую пустяки». Переключитесь на интересную деятельность, интересное занятие. Создайте новую доминанту. Вспомните приятные события из собственной жизни. Постарайтесь почувствовать это состояние вновь всем телом. Позой, улыбкой, жестами, походкой, осанкой. Используйте приемы логики. Включите рассудочную деятельность. Произведите общую переоценку значимости ситуации по типу. Не очень-то и хотелось. Или постарайтесь найти что-то положительное, используя прием «зато». Успокойтесь, а затем все обдумайте по принципу «подумаю об этом завтра». Не надо блокировать физиологические механизмы разрядки в виде плача, смеха, желания ударить, выговориться. Чувство раздражения и агрессии можно снять, сделав несколько ударов ногой по воображаемому предмету. Побоксировать подушку. Разрядить эмоции, выговориться кому-то до конца. Только после снятия возбуждения человек может осознать свои ошибки и принять правильное решение. Дайте себе усиленную физическую нагрузку. Приседания, бег на месте, подъем пешком на несколько этажей. Найдите место, где можно поговорить, покричать, выплакаться. Это пустая комната, закрытая машина. Используйте технику «пустой стул». Представьте, что на этом стуле сидит человек, который вас обидел. Излейте ему все свои чувства, скажите ему все, что хочется. Надеемся, данные техники помогут вам справляться со стрессом. На этом наш модуль подошел к концу. Спасибо большое за внимание.